Всем привет, давно не виделись. И давно не путешествовали, а каникулы себе устраивать нужно. И вы знаете, тут мы подумали, а чего бы нам не сесть в самолет и не улететь куда-нибудь в Минск? Тем более, что прямые рейсы до Минска запущены, программа «Башкирско-белорусское долголетие» уже заработала. В общем, мы в Минске, и сегодня я изучаю этот чудесный город. А я беру на себя замки. Держи быстро. Задача наших каникул в Беларуси – познакомить туристов из Башкортостана с этой удивительной страной. Из Уфы в Минск теперь можно долететь менее чем за 3 часа. А пенсионеры из нашей республики могут стать участниками недельной программы «Башкирско-белорусское долголетие». Так что же им там показывают? И чем так примечательна прекрасная Беларусь? Узнаем самостоятельно. И, как всегда, ведущие программы Дима И Альбина составят свои авторские туры Мы начинаем наши башкирские каникулы в Республике Беларусь. Итак, красавец Минск, столица и крупнейший город Беларуси, расположенный на реке Свислочи, по набережной которой я еще пройдусь. Это настоящий мегаполис, поражающий размахом, архитектурой, широченными проспектами, чистотой на улицах и количеством парковых зон. Минск по праву считается одним из самых красивых городов бывшего СССР, лицом и центром современной Беларуси. Минск – город-герой, и эта составляющая истории находит отражение в архитектуре города практически повсеместно. По большому количеству автомобилей вы должны понять, что это главная транспортная артерия города Минска, проспект Независимости, 13 километров в одну сторону, 13 километров в другую сторону. Ну и прямо за моей спиной площадь Победы, посвященная событиям 3 июля 1944 года, когда город Минск был полностью освобожден от немецких фашистских захватчиков. Здесь, знаете, реализована концепция, придуманная Иосифом Сталиным. Город солнца, когда много солнца, широченные просторы, даже несмотря на то, что солнца в Беларуси может быть не так много, как хотелось бы жителям города Минск. А что касается этого проспекта, то здесь реализована еще одна очень яркая, интересная идея, когда здания, расположенные по периметру проспекта, их высота не должна превышать половину ширины проспекта. Таким образом, как нам кажется, здесь очень хорошо дышится, небо высокое, просторы. Но такое ощущение, что вы жили в квартире с высотой потолка в 2,5 метра, а затем переехали в дом, а там 5-метровые потолки. Лепота. Сказка для белорусской души. О том, что Минск – город монументальный, знают многие, но, несмотря на это, в нем нет напускного гигантизма и в нем чрезвычайно уютно. Достаточно посетить пару городских скверов, где зелено, опять же просторно и красиво, в том числе благодаря трудам блестящих белорусских скульпторов. Так вот, оказавшись в Минске, позвольте себе намотать пару десятков тысяч шагов. И полезно, и приятно. Ну, в общем, прогуливаясь по площади Независимости, одна из центральных площадей города Минска, мне сказали, что необходимо отведать белорусского мороженого. Вот именно белорусского мороженого местного производства. Оказывается, здесь под площадью Независимости есть большой торговый центр столицы. Большущий, подземный. И там продается только продукция белорусского производства. Милости просим. К слову, торговый центр действительно большой. Не берусь утверждать, что здесь на 100% белорусский производитель, но львиная доля действительно представляет местный рынок. Уверен, моя замечательная коллега провела бы здесь гораздо больше времени, продукция высокого качества и есть что выбрать. Но моя цель — найти мороженое. Спасибо большое. Настоящее белорусское мороженое. Вот здесь что здорово, это касается не только молочных продуктов. Знаменитые советские ГОСТовские стандарты, которые предполагают высочайшее качество и
То есть вообще не похоже на то, что мы обычно едим. Ух ты. Такое жирненькое. Ладно, ребят, дорабатывайте я. Очень вкусно. Вот прям. Тоже хочешь, да? Извините. Бюджет ограничен. Очень приятным сюрпризом для тех, кто ни разу не был в Республике Беларусь, станет тот факт, что здесь очень много красивых, интересных замков. У каждого из них своя история. И свое знакомство с этой прекрасной составляющей мы начнем с Мирского замка, который находится в часе езды от Минска. Мирский замок – одна из важнейших туристических достопримечательностей Беларуси. Это оборонное сооружение 16 столетия, занесенное в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Здесь сохранился дух старины, и все, что окружает, поражает одновременно величием и простотой. Впервые территория Мир появляется в летописях в 1434 году. То, в каком состоянии он дошел до наших дней, поражает воображение. Оказывается, у замка есть своя защита, о которой нам рассказала Ольга Новицкая. Почему же замок сохранился? Ведь когда-то Беларусь действительно называли страной замков, но не все замки смогли сохраниться на ее территории. А Мирскому замку вот повезло. Возможно, потому что в южную стену вмурован камень, похожий на голову барана, и этот камень является оберегом Мирского замка. По легенде, пока этот камень в стене, до тех пор будет существовать Мирский замок. Как только камень упадет, Мирский замок полностью разрушится до основания. И камень этот был вмурован 500 лет назад. Замок был заложен князем Юрием Ильиничем. Еще до завершения строительства перешел к семье Радзивиллов, которые построили настоящий дворец. Но жили в нем недолго, переехали в Несвижский замок, а Мирский стал своего рода загородным домом. Альбина, а это столовая изба. Именно здесь проходили пиры у Радзивиллов. А зачем целые 3 печи в одном зале? Неужели одна не справлялась? Нет, чтобы гости не замерзали в столовой в зимнее время. Как вы видите, печи большие, с толстыми стенками, чтобы в течение 24 часов здесь сохранилось тепло. Ну, здесь у нас веера. Боже. Кстати, тоже самая большая коллекция вееров из всех белорусских музеев у нас. Но они очень разные. Мне кажется, они привезены вообще с разных уголков. Конечно. И здесь веера, которые выполнены в разные периоды времени. Ух ты, какая красота! А это портретный зал. Интерьер воссоздан по документам XVIII века. Именно здесь проходил прием гостей. Сегодня территория Мирского замка включает в себя сам замок с 39 экспозициями, парки, пруд, усыпальницу князя Святополк Мирских, а также современный отель с инфраструктурой. Вау! А вот это один из номеров. Ну, я пойду посмотрю. Да, конечно. Ой, ну все в таком сказочном дворцовом стиле. Ух ты, какой королевский номер с туалетным столиком. Ой, красота! Вообще пожить в замке, мне кажется, мечта каждой девушки. И в Мирском ее можно осуществить. Слушайте, ну очень красиво. Рабочий стол. Это, видимо, чайная зона. Так, тут еще одна дверь. Балкон, что ли? О! Ух ты, какой зал! Здесь можно принимать гостей, причем в таком количестве. Так, рыцари круглого стола. Класс. Окна с
светильники в виде факелов. Ну что, дворцовая жизнь, она такая красивая, роскошная. Ольга Васильевна, эмоции, конечно, море, впечатления такие непередаваемые, сказка. Ну, знаете, наверное, самые непередаваемые эмоции можно получить, поднявшись на высоту 25 метров. Я бы хотела, чтобы вы поднялись На именно- башню? Да, в юго-западную башню, которая у нас была сразу открыта для посетителей. Ну что ж, тогда мы идем на башню. Спасибо Всё, вам огромное, до свидания. Приезжайте к нам. Обязательно. Подъем на ярусы башни возможен исключительно по винтовой лестнице. Ух. Винтовая лестница. Вперед. Башни строились таким образом, чтобы можно было вести фланговую атаку вдоль стен и достигать противника на подходе к ним. Ну, несложно было попасть в первый ярус бойницы. Камин, большой светлый просторный зал. Можем только предположить, что именно здесь хранилось оружие, необходимое обмундирование, снаряжение бойцов. Красивые окна. Кстати, вот из этого окна хорошо проглядывается та самая баранья голова. Чем дальше не только ужин, но и круче ступеньки. Так. Ух ты, здесь уже зал-то будет такой помасштабней. Рыцарские доспехи, оригинальная кладка, камин. Красиво, зрелищно. А что там, еще одна лестница? Ну, мы туда не пойдем, да? Мама, там мы пройдешь на эту сторону. Может, не пойдем? Смотри, сколько народу. Тут еще выше. Ну как, устал? А вот я устала. Садись. Как ты думаешь, что там? Никогда не видела, чтобы корзину к потолку подвешивали. Там что, есть еще один этаж? Там есть еще один этаж? Но туда мы точно не пойдем. Тогда ты первый. Людям с боязнью замкнутых пространств сюда лучше не подниматься. Это последний ярус, и я до него дошла. Но тут уж совсем интересная обстановка. Так, смотрите, это та самая корзина, которая подвешена снизу, и я могу лишь предположить, что все тяжелое, что необходимо было поднять на самый верхний ярус, доставлялось именно таким путем. Да, подъем на башню усиливает эмоциональный эффект от посещения замка. Красоты Мирского замка восхищают. Сюда обязательно нужно приехать, путешествуя по Беларуси. Итак, продолжим нашу прогулку по столице Республики Беларусь. Вот уж действительно Минск – город контрастов. Здесь вам и классические сталинские высотки, старинные католические костелы и православные храмы, которые объединяют безусловная красота и ухоженность. Все подчеркнуто аккуратно, что радует глаз тех, кто видит все это впервые, и заставляет гордиться тех, кто здесь живет. А еще Минск – это переплетение европейских, советских и местных архитектурных традиций. Но иначе и быть не могло, учитывая такую богатую историю этих мест. В общем, здесь нужно гулять.
Ну а это площадь Свободы, или Верхний город, как часто это место называют местные жители. Обратите внимание, за моей спиной памятник былому величию иезуитов. Ныне главный католический храм города Минска. Очень красиво. Здание городской ратуши или мэрии. Это новодел, но говорят, что именно так она когда-то и выглядела. Сразу подходим к этому харизматичному красавцу, к Войту, сити-менеджеру, мэру, градоначальнику. В общем, вы поняли. У него в руках магдебургское право, которое давало городу Минску самостоятельность в принятии решений. С этой стороны гостиный двор, который есть в любом уважающем себя городе, как мне кажется. Это здание, которое когда-то было мужским монастырем. Далее здание, которое когда-то было женским монастырем. Карета губернатора, обратите внимание, излюбленное место для фотографий. Ну и еще одно место я хочу вам показать. Это главный православный храм, который когда-то был католическим. Там хранится икона Минской Божией Матери. И туда мы тоже обязательно заглянем. Минский Свято-Духов кафедральный собор. История собора начинается в 17 веке. Тогда было построено здание, служившее храмом католического монастыря Бернардинок. В середине века 19-го храм был обращен в православную церковь. Внутри собора чудотворная Минская икона Божьей Матери, обретенная минчанами в 1500 году. Следуя легенде, написал ее еще в первом веке апостол Лука. Долгие годы она хранилась в Византии, затем в одной из церквей Киева. Не так давно у входа в собор появился памятник митрополиту Филарету, который возглавлял Белорусскую православную церковь более 30 лет. При нем в Беларуси были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри. А теперь прогуляемся по, на первый взгляд, нехарактерным для Минска узким уютным улочкам города. Здесь всматриваемся в детали, лепнину невысоких домов, например. Эта часть города настраивает на спокойный, созерцательный лад, и пора бы усталому путнику взять небольшую паузу. Тем более, что я нашел прекрасный дворик, где можно отведать кофе. Вы знаете, вот это место, этот дворик называется самым романтичным двориком во всем Минске. Если у вас есть вторая половинка, или если вы хотите, чтобы она у вас появилась, то милости просим. Ну а если вы заядлый холостяк, как некоторые в кадре, то можно насладиться, например, архитектурой или развешенными и разрисованными майками, футболками и даже бюстгальтером. Подытожим. У Минска есть замечательное качество. Он туристический. Засим откланяюсь, но ненадолго. Невероятный Несвежский замок – одно из самых совершенных и сильных построек подобного типа. На протяжении многих столетий этот комплекс выполнял важную военную функцию. Но если закрыть глаза именно на военное значение, то можно ощутить всю романтичность этого места. Невероятно красивые постройки, вода вокруг и много зелени. Первый камень, фундамент Несвежского замка, был заложен в 1583 году. Замок перестраивался много раз и в результате приобрел вид дворца, сочетающий черты сразу нескольких архитектурных стилей. В первой половине XVI века владельцем Несвежи стал один из богатейших в Европе род Радзивиллов.
350 почти лет это дом богатой семьи по фамилии Радзивиллы. Они жили в этом замке до 1939 года включительно. А когда западные земли Беларуси, которые находились под Польшей, воссоединились с остальной Беларусью, а итоги Советско-Польской войны привели к тому, что западные земли были под Польшей, Радзивиллы уехали в Италию. И вот начинается уже следующий этап его жизни. Здесь хотели открыть музей и даже автодорожный техникум, но Великая Отечественная война вмешалась и нарушила эти планы. Во время войны в замке сначала был госпиталь немецких летчиков Люфтваффе, потом это был госпиталь советских воинов, а в мае 1945 года здесь открывают санаторий на 56 лет. Можете ли вы представить здесь санаторий в стенах этого замка? Санаторий, могу предположить, был роскошный, и этот этап в истории не мог не внести коррективы в состояние самого замка. В 1993 году в Несвеже был создан Национальный историко-культурный музей-заповедник, куда вошел и замок. В нем удалось восстановить залы по духу того времени. Оригинальная мебель невероятно нежного фисташкового цвета, кровать с балдахином, стулья и шифонеры, истинно королевская красота и величие. Какая уютная, красивая женская половина. Да, женская половина – это зеркальное отражение мужской половины. Кстати, это 3 зала, 3 комнаты, и в каждом зале женской половины сохранились оригинальные дубовые панели, оригинальные двери и оригинальные печи. В 2005 году Несвежский дворцово-парковый комплекс включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. А вот для сравнения мужская половина дворца. Брутальное такое место, конечно. А вообще во всех 3 комнатах, в кабинете, в спальне княжеской в том числе, оригинальные дубовые панели здесь украшают псевдопилястры. 2 двери сохранились в кабинеты в княжескую спальню. И во всех 3 комнатах оригинальные радзивилловские печи. К сожалению, не все дожили до наших дней. Но сейчас мы с вами покидаем дворец. Мы перешли в большой каминный или большой столовый зал. Я хочу, чтобы мы с вами понимали, что это дом богатой семьи, это жилой дом, и здесь, безусловно, что-то видоизменяется за 400 с лишним лет. Этот зал является переходной галереей между дворцом и Радзивилловской каменицей. И, кстати, появился он в середине 17 века. Что касается этого зала, один из самых аутентичных в замковом комплексе. Со времен Радзивиллов с 18-19 столетия здесь сохранились и камин с дымоходом, и 2 черные изразцово-голландские печки по его углам. Да, разглядывать элементы интерьера, вероятно, привезенные из разных уголков земли, можно бесконечно. Это обеденный стол, я так понимаю, да? Да, это обеденный стол, это малая столовая. Здесь Радзивиллы трапезничали, кстати, кушали и пили чай из мейсонской посуды. Это фарфор, расписан золотом вручную. Сказочно красивые детали, всюду гербы семейства и неповторимые узоры, украшающие стены. Вот оно, величие, умение окружить себя роскошью и красотой. Существует легенда, что каждую ночь в замке из вот этого зеркального коридора появляется черная пани, которая выходит для того, чтобы осмотреть свои владения и проверить, все ли здесь в порядке. Так, встретиться с ней я прямо сейчас не готова. Уходим, уходим, идем дальше. Несвежский полон тайн и легенд. Но это не пугает туристов, наоборот, манит. Несвежский замок притягивает прогулочными зонами, искусственными прудами 16 века и при этом невероятно современная инфраструктура. Здесь есть рестораны, здесь есть гостиница, в которой все туристы могут остановиться на ночевку. В каком бы городе мира вы ни находились, найдите время посмотреть на людей, его населяющих, а если будет возможность с ними пообщаться, знайте, знакомство с территорией будет максимально полным. Заходите во дворы, которые сокрыты от глаз, посещайте уютные кафе и музеи, повышайте собственную насмотренность. Следуя этому только что придуманному мною правилу, заглянем в одну из дверей.
Так, это я удачно зашел. Кафетерий с большим количеством потрясающих, я не преувеличиваю, керамических изделий. Тарелки, чашки, фигурки животных, чего здесь только нет. Лавандовые кульки, винтажные предметы интерьера. Глаза буквально разбегаются. И это только первый этаж. Что-то таинственное есть в этом месте, не могу объяснить, но находиться здесь очень приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, которая на картине, это случайно не вы? Похоже? Чувствую, вы знаете, копии. Ну, тогда я. Это хозяйка дома. Ну, то есть вы хозяйка дома. Ну, вроде бы да. Знаете, меня зовут Дмитрий. А вас? Меня Ольга. Ольга, очень приятно. А можно узнать, здесь много очень красивой керамики. Я видел, что там еще и напитки, есть меню. Что себя представляет ваш дом? Это помещение, оно историческое, находится в центре города. На белорусском языке это звучит «Мастацкий дом Угринович», то есть художественный дом Угринович. Угринович – это фамилия хозяйки и моя. Я художник во втором поколении. И, в общем-то, этот дом был создан из любви и памяти к моим родителям. Может быть, вам что-нибудь вкусненькое, холодное, чай, кофе, лимонад? Чай, кофе, лимонад, чай. Договорились. Конечно, важно узнать у Ольги и о большом количестве керамики. Я могу с точностью заявить, что у нас очень глубокая традиция керамики. Это про Беларусь. Я стараюсь сделать вещи, которые действительно напоминают Беларусь, потому что это природа, это травы. И такой сувенир всегда с удовольствием покупают, увозят за пределы. И кроме того, что это красиво, это еще вот этот арт-объект, он очень функционален, Ну, конечно, утилитарен. Идеально. Поэтому, да, керамика – это про Беларусь. Это же кусочек земли белорусской. И, кстати, здесь же у нас проходят мастер-классы. Мы это все можем показать и научить. Судя по лаванде, мастер-классы по приворотам. 100%. Это был хороший день, мой первый день в Республике Беларусь. Здесь комфортно. Со спокойной душой отправляюсь в отель вновь проживать все свои дневные эмоции. Всем привет. Показываю свой номер. В отеле «Виктория», город Минск. Ну, вы знаете, мы, белорусы, люди скромные. Любим так все минималистично, со вкусом. Начнем с ванной. Видите, уютненько очень. Ковры, зеркальце. Приятный бонус для женщин. Ну и какая-то просто волшебная подсветка. Здесь так все очень грамотно. Так все. Картину подсветить, пожалуйста. Видите, по-другому заиграл. В принципе, больше ничего не нужно. Большая кровать, 2 удобных кресла. Рабочий стол. Здесь я, если, конечно, найду время, буду писать мемуары. Телевизор. В общем, вот такой у меня Минск. И, знаете, у меня где-то 29 тысяч шагов сегодня. Пора отдыхать. Всем хорошего вечера. Всем доброго вечера. Вот я и добралась до места своей ночевки. Это санаторий Ружанская. Был, конечно, большой соблазн остаться где-то в замке, но смотрите, сегодня я отдыхаю здесь. Большая, красивая, светлая спальня. Так, идем дальше. Здесь ванная комната. Так, и
Еще одна комната, обеденный стол для романтичных завтраков и ужинов. За окном сосны, свежий воздух, но обо всем об этом завтра. Доброй ночи. Добрый вечер. Як справи? Привет. Что? Я говорю, как дела? Да все отлично. Беларусь прекрасна, и мой дворцовый тур – это мечта для любителей истории и архитектуры. Как твои каникулы? Волшебно. Ты знаешь, у меня ощущение, что я полмира прошел, так ноги гудят. Но вообще я на родине предков, поэтому чувствую себя как дома. Слушай, я хоть и не на родине, но мне тоже очень хорошо. Это Беларусь, детка. Доброй ночи. Все, пока-пока. Солнечное утро в Минске настраивает на прогулку. Рядом с местом моего проживания набережная реки Свислочь, где можно и солнечные ванны принять, и распланировать программу на сегодня. Отправлюсь за пределы столицы. Средь могучих хвойных лесов на берегу озера Поперня, недалеко от поселка городского типа Ружаны в Брестской области, расположен санаторий Ружанский. Природа здесь наполнена волшебным воздухом, и встречают гостей пушистые кролики. Красивая территория усыпана ягодами. Здесь умиротворение и покой. Ружа, что в переводе означает «роза», в полной мере раскрывает название здравницы. Здесь все утопает в цветах. Не все же Альбине по замкам да по дворцам прогуливаться, подумал ваш покорный слуга и выбрал для посещения замок-крепость, старейший Лидский замок. Построенный в 1323 году, входил в линию защиты против неугомонных крестоносцев. Он подчеркнуто минималистичен. Замок, в котором знать, если и появлялась, то буквально на 2-3 дня, предпочитая более комфортные условия. Но несмотря на свою внешнюю воинственность, в замке чрезвычайно спокойно и уютно, а самое главное, здесь потрясающая атмосфера эпохи рыцарей. Величественный Лидский замок, что находится в черте города Лиды Гродненской области Республики Беларусь. Обратите внимание, какой он большой, какой он брутальный. К слову, очень древний, заложен еще в XIV веке. Как и любой другой подобный оборонительный замок, его несколько раз пытались разрушить, уничтожить. Но в таком виде он дошел до наших дней. Удивительно и то, как этот замок выглядит прямо сейчас. Его необходимо изучать, его нужно трогать, им нужно дышать, и мы этим, конечно, прямо сейчас и займемся. Замок действительно много раз подвергался штурмам и осадам, его неоднократно разоряли, а в конце 19 века город Лида почти полностью сгорел, и лидские начали разбирать на строительные материалы. Именно поэтому то, в каком виде замок дошел до нас, поражает воображение.
Прогуливаясь по периметру стен Лидского замка, можно наткнуться на то, что в нашем привычном понимании является туалетом. Ну, вот представьте себе, поднялся на стену, устроился максимально удобно, а продукты жизнедеятельности человека, они как бы покидают пределы замка. Что в условиях осад, некоторые из которых были достаточно длительными, до 100 дней, избавляло крепость от всевозможных инфекций. И я вас поздравляю, мы запустили новую рубрику «Замковые туалеты Беларуси». Любителям истории будет приятно окунуться в атмосферу Средневековья, которая широко раскрывается на разных уровнях башен замка. Предметы утвари, археологические артефакты и даже макеты блюд, которые подавали на столы в те времена. Но главная моя цель – найти залу, посвященную рыцарям. Здравствуйте, меня зовут Дима. Ольга, очень приятно. Очень приятно. Скажите, пожалуйста, а вот это вот настоящие доспехи времен Средневековья? На самом деле нет, это реконструкция, но реконструкция очень высокого качества в связи с тем, что эти предметы участвуют в рыцарских турнирах. Дмитрий, вот это вот доспехи пешего воина Великого княжества Литовского, 15 век. Угу. А я думаю, что это сложно надеть. Нет. Попробуем. Ну, вы понимаете, что рыцарем быть непросто. Особенно в наше время. Когда и мужики не мужики уже. Вы, знаете, вы приятно щекочете мне пупок, Оля. Так надо преклониться. Были два мужчины, которые помогали одевать этот доспех. Не девочка. То бишь не я. Кажется, я ключицу сломал. Но вы понимаете, что в Великом княжестве Литовском вот эта часть руки, она как бы была не нужна. Оля, что делать, если устал уже во время примерки? А это еще не полный боевой доспех, да? И, насколько я знаю, вот это же все очень дорого, это же простые люди не могли себе Вот позволить. один полный боевой доспех мог стоить примерно как 2 деревни со всеми местно проживающими там жителями. Ружанский дворец, известная на всю Беларусь резиденция одной из богатейших и влиятельнейших династий Сапег. Она прекрасно сохранилась, великолепно выглядит, и в народе его называют «белорусский Версаль». Дворец еще известен тем, что является визитной карточкой белорусской архитектуры конца XVIII века. Великолепный дворец, принадлежавший более 200 лет роду Сапег, пережил самые разные исторические периоды. Войны с Россией и Швейцарией, приемы королей, деятельность суконной фабрики и многое другое. В 1914 году дворцовый комплекс сгорел. В 1944 разрушен окончательно. Сохранились только остатки главного и восточного корпусов. Ружанский дворец величественен и прекрасен даже в полуразрушенном состоянии. Радует, что территория открыта и можно попасть сюда свободно. Можно только представить, как здесь располагались большие залы, роскошная мебель, картины. Возможно, совсем скоро он будет восстановлен и еще порадует гостей своим великолепием. Прогуляться по территории дворца – особенное удовольствие. Любуясь как разрушенной частью, так и отреставрированными зданиями. Самый популярный вопрос, который можно услышать от туристов во дворцовом комплексе – почему именно эта часть обрела такой ярко-зеленый окрас? Реконструкторы утверждают, что таким он был изначально, исторически правильный цвет. Но экскурсоводы, например, спорят. А правильный ответ, наверное, не узнает никто.
Следующий объект моего авторского маршрута расположен в 20 километрах от Ружанского дворца. Косовский замок, дворец Пусловских. Масштабы впечатляют, и даже сложно себе представить, сколько времени понадобится, чтобы обойти его полностью. Но мы попробуем. Строительство и реконструкция дворца велись в середине XIX века, когда в Европе популярностью пользовалась ностальгия по ушедшим временам. Вандалин Пусловский хотел сделать свою резиденцию похожей на средневековый замок-крепость. Дворец красив, и здесь можно находиться долго, посетить музей, послушать экскурсоводов, ну и сделать красивые фото на память. Берите на заметку. Как жили во дворце его первые владельцы, мы можем только представлять и фантазировать. Сейчас же это современное пространство, где можно проводить культурные и социально значимые события. Что же касается самого дворца, издалека он кажется гораздо больше, чем вблизи. Но это тоже особенности постройки. На самом деле он огромен. Беларусь – это просторы и густые леса. Мы находимся в Налибокском заказнике, который расположен на территории Налибокской пущи, одного из самых больших лесных массивов в Республике Беларусь и во всей Восточной Европе. Здесь, на территории заказника, восстанавливают популяцию когда-то истребленной тарпановидной лошади. Последних особей видели в пуще в начале 19 века. А несколько лет назад голландские ученые помогли восстановить фенотип дикой лошади. На территории пущи уютно расположилась аутентичная агроусадьба Налибокские Васильки, где погружение в атмосферу Беларуси будет полным. Здравствуйте. День добрый, привитание. Привитание. Это, наверное, для меня. Да, это для вас. У нас агроэкосядиба Налибокские Васильки, которая завжди гостей зустрічає з хлібом, солью. Так що просим, щоб ви поспитали наша хлібушка. Ну і обов'язково треба налибоцького напитку так само. Це якби дезінфекція з одного боку, а з другого боку повинно так бути. Только в целях дезинфекции. Коли ласка. Здоров'я. Все мікроби загинуть. Приятного аппетита. Спасибо большое. Угощайтесь. Выпивать будем. Это не самое главное, конечно. А вот это что такое? Это холодник. Это тоже наш белорусский. Белорусская страва наша белорусская. Это холодный суп. Холодный суп, да, с зеленью. Это все растет в нашем огороде. Мы сами выращиваем, да. И яйцо, сметана. А вот я никогда в жизни таких больших драников не видел. Таких вот, знаете, они такие толстенные. Ну, как кто приготовит. Угу. Понимаете? Все зависит, наверное, от хозяйки. У каждой хозяйки свой рецепт драников. Это вот такие вот драники. Кстати, они с мясом. Мясо говядина. А, здесь. Это фаршированное, да? Да, фаршированное, они внутри с мясом. Мясо говядина. Потому что мы думали, что к нам приедут гости из Башкирии. У вас там мусульмане, поэтому мы отталкивались. Конечно, есть у нас и свинина, но... Вам хорошего денечка. А нам приятного аппетита. Да. Все, пока. Альбин, привет. Привет, мой белорусский коллега. Слушай, ты знаешь, я пока не готов уезжать из Беларуси, столько всего не увидел. Знаешь, то же самое хотела тебе сказать. Ну что, остаемся? Остаемся.
Тем более, что мы показали лишь малую часть того, чем славится Республика Беларусь. Ну а продолжение наших рассказов смотрите в следующем выпуске «Башкирских каникул».